Праздник нам приходит. Валеру Праздник нам приходит. Валеру не видно, да? Валера не берет. Пусть не видно, да? Ладно. Валера инкогнито. Не хочет быть звездой Ютуба. Так, наливаю так на глоточек, чтобы не помню. Рыбацкий напиток вкусный. Просто можно от вкуснотища слюни проглотить. Язык проглотить можно. До того вкусный, что... Ну, язык же еще пригодится, правильно? Так что будем вкуснятиной наслаждаться, а то быстренько хоп-хоп наелась, напилась и потом, ну, такую вкуснятину свежепойманную и шелюмчик редко когда бывает, но бывает. И выпьем за то, чтобы такая вкуснятина была как можно чаще. Да. Чтобы встречи друзей происходили как можно почаще, чтобы встреча с природой происходила как можно чаще, как можно лучше, приятнее. Даже вот эта непогода, дождь, ветер и все. Все это стирается, все это списывается тем, что вот конечный результат, вот мы видим конечный результат. И это главное. Так что, друзья, Ваше за здоровье, охоту, за ваше рыбалку. здоровье. И здоровья коренному жителю, который сегодня у нас в гостях, Валерий. Не хочет на камеру попасться, но ничего страшного. Валерий сосед по нашему дому здесь, проживает в соседнем доме. И дай Бог тебе тоже здоровья. Спасибо. Хлебушком надо было донести, порезать. Сколько он у тебя? 50 градусов? Рыбацкий напиток? Да. Около того. Чувствуется. Так. 50 градусов счастья. А у нас ложка-то еще есть одна? Не знаю, если только в голубом пакете сейчас. Сейчас гляну. А, вон тут же какие-то ложки, вон. Хозяйские ложки. Вон, да, есть. Свежепросольная рыба, вот. Рома, сейчас сын у меня смотрит этот ролик. Я знаю, Рома, ты исходишь слюной, потому что я отлично знаю, что ты свежепросольную щуку и свежепросольного хариуса любишь больше, чем остальная рыба. Смотри, Рома. Свежепросольная щука, свежепросольный хариус. А ты в городе. Ничего, грызи, грызи гранит науки. Учение свет, а не учение тьма. Правильно сказали умные люди. Валер, давай закусывай. Чего ты? Поешь. Ел сегодня что-нибудь, нет? Ел, конечно. Еще мои щеки поставил. Только сегодня поставил? Ну сегодня... Вечером ставил, да. 11 штук, но у меня тридцатка была. Окунь. Нет, там масишка, щучки, окунь и подвер. Одну сетку. Одна, 12 штук. А длинная сетка, да? Ну, это 30. Нормально. Недалеко, прямо возле деревни здесь, возле дамбы, да? Ну, Мы сейчас лодку, чтобы не резать, начали там оставлять. я снял. Там снял. Здесь снял, возле А, снял и... Мы сегодня тоже на дамбе нижней поставили сетку. А ты там на нижней дамбе, где у Сереги лодка, не ставишь никогда? А вообще там ставят? И Серега-то там ставит, наверное, да? Зачем ставит? Мы же такие люди, если он там ставит, мы уже не ставим. Да? Ну сейчас же там не стоит сеток, мы посмотрели. Не получилось. А?
Посмотрю, тоже рыбалка, футболка канала, да? Да, ты мне подарили на день рождения. Не этим же, тоже этим летом подарили на день рождения. Да? Коми рыбак, да. Я на рыбалку не беру, я люблю ХБ, а это типа капрона что-то, да? Такое? Да, что-то такое. Ну, одеваю и так ее. Одел и снял как бы. Для праздничных, торжественных Да, ну, случаев. сегодня случай такой. И рыбы поймали, и стол накрыли, и в гостях у нас хороший человек пришел. Хотя я сам в гостях. И вот сосед Валера к нам пришел в гости. Давай, Шулюнчик. Уже готов, наверное? Да, сейчас дадим. Сейчас поставим. Это вот наш Шулюнчик. Сегодняшняя дичь. Боженька нам просто с неба отправил рябчика. Мы его заметили. И с благодарностью приняли этот дар. И теперь на столе у нас великолепное блюдо. Свежепойманный рябчик, Шулюнчик, рыбка, потрошка. Все прекрасно, все замечательно. Все просто отлично. Дай бог всем так питаться такой свежей, диетической, экологически чистой пищей. Правильно, Валер? Это лучше, чем окорочка в магазине, правильно? Конечно, лучше. И вкуснее. Даже вода, которую мы сегодня набрали с речки Кагген, Кодач? Кодач, река Кодач, небольшая речушка такая, больше на ручей похожа. И то полезнее, чем мы покупаем в городе в бутылях. Минералка там всякая, все такое. И даже рыбацкий напиток, сделанный на этой воде, он полезный. Это не агитация алкогольной продукции. Наш напиток вообще даже не алкогольный. Он просто замечательный. Он просто душевный. Он просто согревает душу. Давайте, друзья, маханем. Не чокая сейчас. Сегодня, 2 года назад, Да. 2 года назад, в этот день, в 11 часов вечера, умер молодой житель этой деревни. Их осталось очень мало. 9 человек, да, осталось в деревне? 9 человек коренных жителей. Очень жалко, когда уходят люди. А этот человек прожил совсем мало. 30, сколько было? 32, не помню уже. Но он не дожил даже до 40 лет. Болезнь съела его. Вадим Шахтеров. 2 года уже тебя нет с нами. Бывало и мы с ним тоже сидели. Также за столом в Ионном доме. Но я оставался в Ионном доме переночевать. Хороший человек был, добрый человек. Никому не сделал ничего в жизни плохого. И давайте помянем, не чокаясь, его, этого человека. 2 года уже нет с нами. Царство небесное ему. Царство небесное. Вот я 2 года назад приезжал, мы с ним вот как раз посидели, переночевал. Он что таблетки пил. Ну. У него болело все уже, и желудок, и все такое. Да, И потом уехал домой. И через пару дней сказали, Вадим умер. Как? Мы только что сидели. Все плохо стало. Если не скоро, ничего. Как ты? Кто тебе окажет помощь? Никто. Да. Вообще обалденно. Да, у нас едят свежую рыбу, она не у нас, по крайней мере, я вот еще не видел, чтобы у нас кариус был какой-то больной или щука была больная. Хотя она и хищник, как бы падальщик считается. Но тем не менее мы ее едим без проблем. Все, друзья, переключил камеру, так как та камера пошла на зарядку. А на этой-то камере, Валера, тебя видят. Там тебя не было видно, а здесь видно. Так что передай привет моим подписчикам, скажи, Коми Рыбак. Вот он. Где? Что закрыли Коми Рыбака-то? Вот, видишь? Это Коми Рыбак, Валер. красиво. Это Красиво. мне
Паша подарил. То Символ-то, Паша- конечно, у меня медведь с рыбой. Ну, вот такие посмотрю. Мой символ это медведь с рыбой, но это тоже хороший человек и тоже с рыбой. Так что это пойдет в музей. Это Гена с рыбой. Да. А глаза то, что узкие, это просто он утром только проснулся. Да. Да не там, не там. Хорошая, красивая статуэтка, да? Это Паша мне подарил. Так что, Наша холодец делали и будут ловить рыбу всегда. конечно. А как без этого? Да. Печора наша матушка кормилица, она рыбой кормит. Лес кормит вот такой. О, смотри, как классно все разваливается, все четко. Нормально. 2 часа варилось, и шулюмчик получился просто отменный. Да. Друзья, никакой приправы, ни перца, ни лука, ни Ничего не чеснока, надо. ничего не надо. Аромат леса, аромат тряпчика, аромат природы. Это все ничего не надо. Немного, правда, надо, ну, в меру. А солью мы отлично угадали. И просто 2 часа варилось, и просто оно изумительно все от костей отходит. То, что на костре мы готовим, ну, да, запах дыма, одно другое. На костре мы 2 часа не будем готовить, правильно? Там быстрее. Да. Там сварилось полчаса, и ты резинового рябчика ешь. Правильно? Да. Сколько раз такое было? Правильно, да. Он резиновый, реально резиновый, ты жуешь его, он там сварился 15-20 минут. Горячий сырым не бывает, и хряп-хряп-хряп, и все. А тут он... Реально, кстати, мы утку в мультиварке тоже не меньше 2 часов. Мгм. Там разваривается все полностью. Бульон, бульон вообще шикарный. Прям вот, я не знаю, кто пробовал рябчика, те люди знают. Ну, если у вас есть возможность у кого-то там достать такую дичь, попробуйте обязательно. Приходите, Очень вкусно. приходите в гости. Приезжайте вот к Гене, он подстрелит рябчика, он найдет А его. не так-то просто его. Это сегодня Боженька нам дал еще лесной бог, что показал сначала рябчика, но то, что он не свистел сегодня вообще, а пытался он нет, не отвлекается. Свист я не снимаю, потому что я, может быть, не идеально свищу, но он сам не свистел. Просто с подхода подкрались. Ну, так получилось. Так, видать, суждено было, что этому рябчику уготована была судьба вариться в этом котелке, в этом замечательном доме, в кругу друзей. Хорошая судьба. Так что я вот буквально тут чуть перекусил, я уже наелся. Все, как бы, все сытное, все безумно вкусное. Действительно. Паша приехал пробовать узбекский плов. Вообще, да, изначально меня Гена пригласил на узбекский плов. Как бы Да. мы в комментариях попереписывались. Паша сказал, давай попробуем узбек. Говорю, да не вопрос, говорю, попробуем, что нет-то. Приезжай как бы без проблем. Приезжай. И он без проблем его... Нет, все, Гена, я не буду. Спасибо. Там И осталось без- чуть-чуть. нет, и без проблем он его забыл дома. Как бы так вот. Да. Или специально, или случайно, я не знаю, он не говорит. Да, и вместо узбекского плова теперь пробуем вот. Вместо узбекского Коми плова рябчика. он побежал в лес и добыл рябчика. Поймал рыбу по-быстрому. Быстро поймал рыбу, да, говорит, ну ладно, говорит, буду исправляться. Вот. А так бы сейчас сидели бы, не выходя из избы, ели бы этот узбекский плов. Бы, как бы. Этикетки не хватает. Коми рыбак. Да. Коми рыба. Ну, Коми рябчик. Если на костре не будешь готовить, можно сделать сюда этикеточку небольшую. Продукция компании Коми рыбак. Да. Ты что, все? Да, я все. Сейчас ряба попробуем. Так, Рябчика. ну что? Ну, капитальный соль. Ну, ребят. Когда-нибудь и нас вспоминать будут. Дай бог. Дай бог, да. Правильно. Все мы гости на этой земле. И вот еще, друзья, я вам покажу. Мясо рябчика. Вон. Идеально белого цвета. Ну, не знаю, как курица получается. Если глухарь и глухарка, они
темного Тёмное. цвета мясо, Да. куропатка Вкус еще тёмный, темнее да. получается, то рябчик это диетическое мясо, вообще вот цвет мяса белый-белый. И что вкусный, я вам гарантирую это 100%. Тем более не видел морозильника, не видел ничего. Поймали, освежевали, сварили, сделали. Бульон правильно подсказал, бульон тоже. Еще вкусняшка. Самое вкусное это бульон. Каждый глоток и просто чувствуешь, что... Да. Освежает. И просто чувствуешь, что ты еще не скоро попробуешь вот именно свежего. Такое же опять. Заготовки, как получается, по возможности делаем, но заготовки надо замораживать. А то, что побывало в морозильнике, ну если Это уже не то. не то. Ну если в течение месяца еще куда не шло, но чем дольше дичь хранится в морозильнике, особенно боровая дичь, Да. да любая дичь все равно, Да любая. если больше полгода, то она теряет свойства. До полгода еще нормально. Но кто бы не сказал, что неопределенно. У меня бывало такие случаи, что весной добыл уток, до осени, допустим, не доел, осталось чуть-чуть. И зимой на зимнюю рыбалку дома мне уже никто их не ест. Мне супруга их готовит в мультиварке, фарширует там с рисом, с картошкой, с морковочкой зашивает. В мультиварку 2 тушки хлоп. И мясо получается, и внутри каша уже получается. Рис там или там, ну, чем зафарширует получается. Ты знаешь, на рыбалку приезжаем, один там с друзьями, достаем в котелок, на печку, оно прогревается все. Вот тебе мясо, вот тебе гарнир. Разрываешь его, блядь, оно там проварилось, ну, я говорю, вот эти вот банки, всякие каши, узбекский плов. Все просто отдыхает, я говорю, просто вкус изумительный. Да, конечно, да. Всё Некоторые домашнее. просто рвали жопы. Мне жопу, ну, утки вот это. Я что-то не очень, а некоторые просто любят вот это. Быджан или как там, не быджан, ну, Бадян. баджан. Ну, не знаю, как коми говорят. Бадян или А вот это вкусняшка. Это 100% вкусняшка. Так, мясо в бойле. Плавно переходим к рыбе. А ты, Валер, никогда не смотрел, да? Канал, YouTube канал, там все такое. Что? У него YouTube канал там про рыбалку, про охоту в интернете не смотрел никогда? Откуда мне? Ну, ладно, здесь в Каляпе нет, а ты в Пукче бываешь там. Есть же там у кого-то интернет? Да там? нет, Не смотрел? нет, А хочешь посмотреть? нет, Не Не хочешь? интересно? нет, настроения нет. Ну, А, сегодня настроение, да. А так Ну, вообще интересует, нет? Ну, тебе нравится смотреть, допустим, передачи про охоту, про рыбалку, там что как? Я с ума сходил. Да я даже книжки выписал про охоту и рыбалку. Дома сидеть не могу, вот папа пришел. Ну не могу один дома сидеть. Мы не против, мы рады. Ради бога, пожалуйста. Нам тоже приятно, что вот, допустим, тебе приятнее находиться в нашей компании, чем одному, Да. правильно? Да, Значит, мы не просто так на земле это грешно живем. Значит, мы доставляем может я грешный. коренному жителю коми села радость. Приехали. Ну, не каждый раз в такую глушь приезжают люди, ну, приезжают там, варятся свои каши, допустим. Нам, допустим, Да не, сами веселее как-то. сказать по-русски, не... Не буду я мать голос. Это Гена тут хотел культурно сказать. запикаем. Будто я Гена не знаю. Не обижаюсь. Ну, ты в 82-м, я в 92-м. Да я тебя юбилировался. понял. Да, Я же тоже, я в Германии. Ты Дальний Восток, я Германия, ну почти рядом. да нет, я вас просто понял. Молодец. Просто я молчал. Че, Лерик, домой собрался? Если налет, бокю. Ну, на подсушку. Ну, не знаю, тут у меня еще от мозаи осталось немножко. Немножко, вон. Только вот немножко осталось. Давай, Да, ну. сколько На подсушку. разрыл уже, да? А? А что, Разрыл? мы Да, же там всё есть. рядом здесь.
3 шага. Не забывай. Ну давай с тобой за компанию, я тоже тогда. Ну и давай, Я конечно. понял, что ты Я вас понял уже. По разговору понял. сделай больше. Спасибо. Но просто я То, молчал. что написано. Это не что-нибудь, а это то, что написано. Понятно. Это еще от мозга Да. осталось вот это. Я сам понял. Хорошо. Я говорю, они были на границе точки. Все, Валер, короче, это Да. полную стопку тебе. И на пасашок, да, Валер? Да Все, до дома я- дойдешь? Дойдешь до дома? Я не найду. 5 метров. По соседству. 7 или 8. Славненько, да, Валер? Нормально посидели? Сидим. 7 грамм капля. Молодцы, ребята. Нормально, да, понравилось? Шулюмчик, рыбка, все это чисто по коми нашим традициям, все свежее, все вкусное. Давай, Молодцы вы, ребята. на пасашок, Валера. Как? Нам завтра уже уезжать, ты еще здесь остаешься в деревне. Ой. В этой губернии. Губернии. Губерния. Скалярской губернии. Блядь. Давай, друзья, на пасашок. Ну, хоть сегодняшний день тебе был веселее, правильно, Я Валера? чокаться не буду. У меня сумма уже. Ну, это понятно уже, все, чокаться не будем. Но сегодняшний день тебе веселее прошел, чем обычные дни. Да слава Богу. Хорошо, да? Нормально все? Что она- Ну и слава богу. Ну, Давайте, с вами- друзья. с вами, ребята, что ли Валера веселее? уходит домой. Мы тоже закругляемся. Сейчас здесь все сделаем порядочек, попьем чайку. А вот ты что, снимает? Да. И будем тоже укладываться спать, потому что завтра ранним утром подъем. Сбор сетей. Рыбачить мы, наверное, уже не успеем, потому что у нас на 11 А щеки снимать. снимем обязательно. Как на 11 у нас уже заказан автобус, надо быстренько все собраться, И во сколько вы доехать. встанете? Долгая дорога, да. Успеть. Успеем к Товарищи. автобусу хорошо. Ну Поедет уже Паша на автобусе. сейчас Не уже успеем, то поедем на скрывать. машине. не надо. Так что, друзья, давайте всем до завтра. Встречаемся завтра на утренней проверке Молодцы. сетей. До свидания, друзья. Всем пока. Итак, доброе утро. У нас утренний завтрак на улице. Вот и все. Все собрано, все упаковано. Под конец все-таки одна рыбка влетела. Так вот она. Вон такая вот брюхатая. Кого-то нехило съела, какую-то жабу. Поднять. Язёчек. Рыба моей мечты. Так. Нет, язь. Все-таки это язь. Вот такой вот язёк. Спасибо большое тебе. Давай, давай. Принесу. Евгенька, позвонишь еще. Да, давай, Димыч, все. Ты все равно приедешь проверять. Да, приеду. До свидания,